Добрый вечер, друзья! В эфире «Спортивный интерес» и я, Кристина Кокаева. После небольшого перерыва мы снова с вами, и мы скучали. Поэтому давайте скорее начнем. И по традиции коротко о главном. 11 октября состоится открытие Центра спортивной борьбы братьев Таймазовых. В рамках мероприятия пройдет открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. Сборная Северной Осетии по дзюдо младше 18 лет завоевала 20 наград, а вместе с ними и первое общекомандное место на первенстве СКФО. Залина Зураева – бронзовый призер первенства мира по дзюдо в командном турнире. Владикавказская Алания разгромила Майкопскую Дружбу со счетом 3-0, а Спартак Владикавказ крупно уступил новороссийскому Черноморцу. Сегодня у нас в студии олимпийский чемпион Лондона, а ныне министр физической культуры и спорта Северной Осетии Алания Алан Анатольевич Хугаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам. Мы вас очень ждали. Спасибо. Теперь уже не просто Алан Хугаев, а Алан Анатольевич Хугаев. Расскажите, пожалуйста, вот вам поступило предложение возглавить министерство. Вы долго думали над предложением и какие были за и против лично для вас самого? Ну, предложение, когда мне поступило, тогда долго думать времени у меня не было. На тот момент я занимался. Я был председателем комитета национальной политики у нас в республике. Я совмещал это с должностью главного тренера до 23 лет. И, в принципе, заниматься чем у меня было. Но предложение поступило от руководства республики, кому я не мог, в принципе, этого отказать, потому что я сегодня знаю курс республики, к чему она идет, чего они добиваются, какие цели они перед собой ставят. И я просто не мог не откликнуться на это предложение, скажем так. А какие были все-таки за и против? Ну, так скажем, за и против особо не было. Я просто посоветовался дома, с отцом посоветовался, с родителями, со своими близкими людьми. И решили, что мы сделаем все возможное, что от нас зависит. И не смеем, и просто не имеем права отказать руководству нашей республики. Вот вы пришли в Министерство спорта, поработали уже определенный период времени. С какими трудностями вы столкнулись? Ну, вы знаете, я пришел, уже месяц работаю министром. Сказать, что какие-то невыполнимые трудности, такое тоже не скажешь. Обычные такие рабочие моменты, есть понимание того, как выходить с этих трудностей. И, в принципе, с коллективом садимся, целыми днями думаем, планируем курс развития Министерства спорта и, в частности, весь спорт у нас в республике. И, то есть выход с положения какой-то мы видим. А какой курс у нас сейчас основной? Курс у нас поднять спорт в республике. То есть у нас-то спорт всегда стоит таких на высоких уровнях, но добиваться успехов там в Олимпийский год приходит. Далеко я не смотрю, я ставлю планки пока на первый год, потому что у нас это Олимпийский год, и надо все сделать для того, чтобы наши спортсмены, они чувствовали себя хорошо в этот Олимпийский год, чтобы они думали только за то, как добиться наших золотых медалей, серебряных и бронзовых. Потому что, опять же, наша республика, она по традициям своим привыкла, что мы всегда богаты этими медалями. И поэтому на сегодняшний день главная наша задача стоит в том, чтобы Олимпийский год провести правильно и плодотворно, и чтобы мы как можно больше медалей привезли в нашу республику. Вот вы возглавляли сборную по греко-римской борьбе до 23 лет. Вам пришлось покинуть этот пост. Тяжело далось это решение? Да, тяжело, очень тяжело, я бы сказал, потому что там тоже уже с ребятами только все вот наладили, только все расформировали, так все точки над «и» расставили. И, в принципе, курс тоже был такой боевой, правильный курс направлен был. И просто неприятно было чуть-чуть оставлять это как бы на полпути. Это эти все работы, которые мы сделали, а там мы поработали достаточно так плотно, очень трудоемко, и просто в середине сезона не хотелось это оставлять, хотелось до конца доделать это дело, и потом уже можно было, но судьба такая, такие времена были, и я думаю, меня там все поняли и простили, как говорится. Ребята вам что-нибудь писали, коллеги, напутственные какие-то слова говорили? Да, конечно, и ребята звонили, и тренера звонили, просили не делать этого. Кто-то просто желал удачи, кто-то поддерживал
как мог. И, ну, со всеми нашел общий язык, все меня поняли, всех я понял. И разошлись на такой достаточно в понимании и в гармонии, как говорится. Раз уж заговорили о греко-римской борьбе, вот сегодня греко-римская борьба, так получилось, что после вас у нас как таковых чемпионов нет ярких. На ваш взгляд, что мешает дальнейшему развитию и когда мы можем ждать новых чемпионов? Что касается, что мешает, ничего не мешает. Надо просто работать, надо выходить, на мой взгляд. Как только у нас в республике во всех районах появятся школы, появятся спортивные залы, где занимаются греко-римской борьбой. Да не только греко-римской борьбой, есть много видов спорта, которые необходимо внедрить в районы, чтобы у нас в каждом районе эта секция была. Если сейчас мы берем греко-римскую борьбу так точечно, тогда как только мы выйдем в районы, чтобы у нас в каждом районе нашей республики была школа, была единица тренера, скажем так, которая тренирует детей, тогда мы пойдем наверх по результатам и так далее, и так далее. Что касается нашего города Владикавказа, то тоже нам греко-римская борьба сегодня нуждается остро в своем зале. Тоже у нас как такового своего такого спортивного дома у нас сегодня нету, но это еще и касается некоторых других видов спорта, которые мы будем плотно над этим заниматься, чтобы у каждого был свой дом, чтобы каждый знал, где он занимается и откуда, где он выращивает своих чемпионов. Вот вы озвучили, что действительно у многих видов спорта нет своего дома. А недавно поступила информация, что Владикавказ не может претендовать на проведение чемпионата мира по вольной борьбе, потому что у нас нет как такового зала, который готов принять этот чемпионат мира. Как сегодня обстоят дела вот со строительством всех подобных объектов, со строительством залов в регионах, как бы сказали? Ну, что касается чемпионата мира по спортивной борьбе, за что вы говорите, то лично мое мнение, что сперва нужно все организационные моменты отработать, а потом уже претендовать на то или иное соревнование, тем более такого крупного масштаба. На тот момент, когда мы подавали, видимо, заявку на проведение чемпионата мира, насколько я это понимаю, насколько это в моем видении, то мы еще инфраструктурно не готовы были к такому большому мероприятию. Что касается того пятитысячника, за который вы сейчас говорите, стадиона, дворца спорта нашего, то республика со своей стороны все возможное сделала, все документы подготовила. Мы ждем от федеральных наших чиновников и структур, чтобы нам одобрили это строительство, но пока это отложилось на 2020 год. Не знаю точно, с чем это связано, но такой информации у меня пока нету, но мы работаем над этим. Я, в принципе, со своей стороны, я практически на 100% уверен, что у нас дворец спорта будет. И он будет, если не в следующем году, то через 1 год он точно будет. То есть строительство его начнется, это, я думаю, 100%. Это вопрос федерального масштаба, я так это понимаю. Абсолютно, да, это федерального масштаба вопрос. И на нашем уровне все, что мы должны были решить, мы это все решали, мы это все довели до них, и там уже дальше они сами. Ну, то есть такая же ситуация, в принципе, как со строительством стадиона. Обещали в ближайшем будущем, получается, тоже перенесли. Вот касательно стадиона, сегодня это вопрос министерства и республики, или это все-таки будут вложения частные? Нет, это федеральные деньги, опять же, не на уровне республики, это на уровне, опять же, федеральных структур наших основных. И тоже сказать, что вот они выпали, так, это тоже, грубо говоря, сказать выпали, но мы надеемся, что в 2020 году документальные хотя бы по ним вопросы все будут закрыты, и если строительство или реконструкция не к концу 2020 года начнется, то в 2021 с Божьей помощью мы надеемся, что и оба этих объекта, как минимум оба этих объекта, будут уже воплощаться в жизнь. То есть можно сказать, что в 2021 году начнется строительство спорткомплекса европейского уровня, и мы сможем принимать уже турниры мирового масштаба. Да, я надеюсь на это, очень надеюсь, и в принципе ничего не может произойти такого, чтобы этого не было, в принципе. Вот вы сказали, что мы очень избалованы в плане наших спортсменов, побед спортсменов, но не все виды спорта могут похвастаться успехами, в том числе по причине каких-то финансовых проблем, невозможности выездов, неимением залов. Как будут решаться вот эти вопросы таких не очень популярных видов спорта, в которых этого действительно сегодня нет? Да. Когда я только начал работать министром спорта республики, тогда я в первую очередь сказал, что внимание обращать будем на все виды спорта, потому что сегодня наши младшие, наши дети, да, наша молодежь, они не только олимпийскими
видами спорта занимаются. Они занимаются и другими видами спорта, где мы не имеем права просто их не поддерживать. И где они, какими видами спорта они занимаются, все эти виды спорта мы будем на своем уровне, на котором мы можем, мы будем это поддерживать, мы будем их отправлять на соревнования, мы будем их поддерживать во всех направлениях, потому что, да, есть понимание олимпийские виды спорта, на которых весь мир и вся страна ждет от этого непосредственно медали, но не надо забывать еще о других видах спорта, которые воспитывают нашу молодежь, которую подготавливают такой, скажем, взрослой жизни нашу молодежь, и мы просто-напросто не имеем права не обращать на это внимания. Ну, вот реально же сегодня мы живем в условиях определенного финансового кризиса. Как это возможно, в принципе, силами республики обеспечить выезд спортсменов хотя бы на соревнования? Нет, конечно, возможно. Сегодня, опять же, мы уже закладываем бюджет на 2020 год, календарный план соревнований. И сегодня руководство республики, я буквально на днях с ними разговаривал, полностью нас поддерживает и полностью готово сделать так, чтобы на будущий год все команды ездили на соревнования, ездили не в долг, не за счет родителей, по мере возможности, чтобы полностью за бюджет нашей республики мы отправляли наших спортсменов в командировки, на соревнования, судьи там, на какие-то их мероприятия. Все, что связано со спортом, мы готовы, мы работаем над этим, чтобы у нас в этом плане проблем никаких не было на следующий год. Возвращаясь к Олимпийским играм, на ваш взгляд, на каких спортсменов мы можем надеяться, на кто попадет на Олимпиаду? Ну, я думаю, у нас на Олимпиаду с Божьей помощью попадет не один, не два, не три спортсмена. Надеюсь, что больше попадет, потому что у нас очень заряженные, очень мощные сборные во всех видах спорта. И я уверен, что будут у нас достаточно много участников на Олимпийских играх. Пока, по крайней мере, на сегодняшний день все этому предполагает к этому все. Ну вот ваша ставка, сколько спортсменов мы ждем на Олимпиаде? Я думаю, 4-5 человек будут. За Россию? Или надеемся, за другие страны? Надеемся. И последний вопрос. Вот вы, как министр спорта, какие цели ставите конкретно перед собой? Я, как министр спорта, ставлю цель только одну, чтобы каждый человек, который сегодня занимается спортом в нашей республике, представляет нашу республику, нашу державу, нашу страну на международной арене, на всероссийской арене, чтобы они чувствовали себя не сиротами, чтобы они себя чувствовали людьми, которым крайне обеспокоены их будущим, их результатом, то, что за них переживают, не только их родители, их близкие люди переживают, за них переживают все жители нашей республики, все нашей страны. И мы со своей стороны должны просто создать условия, чтобы они, кроме спорта, у них голова ни за что не болела, чтобы они знали, что у них есть билеты, что у них есть жилье, что у них есть питание, когда они придут на соревнования, что они при этом должны приехать и просто делать свое дело. Сделать это достойно, красиво, как они могут. Вот это наша задача. Спасибо вам большое, что сегодня вы с нами поделились своими впечатлениями от работы и своими планами. И мы, в свою очередь, желаем, чтобы особенно последние пункты все осуществились. Спасибо вам. Спасибо. Наши бойцы ММА Азамат Бекоев, Тамерлан Кулаев и Махарбек Каргинов отправились на сборы в США. Зачем и почему? В сюжете моей коллеги Кристины Колиевой. UFC, Bellator, М1. Эти знаменитые американские лиги на слуху у каждого любителя зрелищных и красивых боев по смешанным единоборствам. Но ходят легенды о том, как непросто бойцу попасть за океан и начать реализовываться уже там. Но нет ничего невозможного, если ты трудолюбив и упорен. На своем примере это доказали трое спортсменов из Академии Alanya Fighting Team – Махарбек Каргинов, Тамерлан Кулаев и Азамат Бекоев. Им выпал шанс пройти сборы с топовыми бойцами мира в Майами. Изначально, как открылась Академия Alanya Fight Team, были планы, разговоры, то, что мы поедем в Америку на сборы и для дальнейшего продвижения в ММА все-таки США – это мекка смешанных единоборств, и мы рассматривали такой вариант, то, что мы туда поедем. И кто открыл зал,
Денис и Дмитрий Валевы, они решили нас отправить в Америку. И вот занимались тоже визами они и открыли нам визы. Это был первый этап. Сейчас следующий этап – это прохождение сборов, просмотры в США. Начали наши герои, наверное, как и большинство стинских бойцов, с вольной борьбы. Но позже перешли в смешанные единоборства. Волей судьбы все попали в один зал, где тренировал Марат Илаев. Под его строгим контролем они занимаются и по сей день. Я попал в зал Марата Илаева, так как у них был тогда очень серьезный состав бойцов, а мне надо было готовиться на профессиональные бои. Зал Марата Илаева находился в Ордоне, мне пришлось снять там квартиру и жить в Ордоне на квартире, чтобы тренироваться у Марата Илаева. Зал тогда был не такой роскошный, как сейчас. У нас, наверное, как двухкомнатная квартира по квадратуре была. Но результаты, главное, были. А вот Азамату приходилось ездить на тренировки в Ордон каждый день, но это бойца не пугало. Сегодня ребята и их тренер пожинают плоды долгой и упорной работы. Я сначала ходил так по разным залам и в итоге пришел к Марату Илаеву и там вот остался и по сей день там тренируюсь у него, под его руководством. Я отсюда ездил в Ордон, тренировался там. Очень интересный вид спорта, мужской вид спорта, я бы сказал. Сейчас двое из бойцов уже в Штатах и скоро приступят к тренировкам. А вот Тамерлан Кулаев из-за травмы присоединится к ним немного позже. Пока не буду там проходить, я сейчас травмирован. Посмотрим. Сейчас я где-то месяц еще на реабилитации побуду и по самочувствию уже посмотрим. Я туда чуть позже полечу и уже по состоянию посмотрю, пройду там сборы или нет. В высшей лиге на сегодняшний день выступает лишь один представитель Кавказа, и это всем известный Хабиб Нурмагомедов. Напомним, что недавно он защитил чемпионский пояс. У наших бойцов тоже есть шанс на успех. Все зависит от сборов и, конечно же, от самих ребят. Просто хочу постоять с лучшими бойцами в мире и посмотреть на себя на их фоне, как я буду выглядеть, и набраться опыта. Также там собираются лучшие бойцы со всего мира, и хочу что-то для себя взять, что-то новое, чему-то новому научиться. Здесь я не думаю, что там лучше вот нашего. У нас есть все условия для занятий ММА. У нас лучшая борьба, лучший бокс. Можно посмотреть на примере Гасиева. Сейчас вот бои набирают обороты. Просто там лучше вот в плане спарринг-партнера. Первые результаты сборов в Майами мы сможем увидеть уже 14 декабря. В Санкт-Петербурге Махарбек Каргинов проведет свой очередной профессиональный бой в лиге ACA. Как изменится его стиль, чему новому его научат иностранные тренеры и насколько результативными окажутся зарубежные сборы, будет ясно по итогам предстоящего поединка. Как говорится, время покажет. А мы пока желаем нашим ребятам продуктивной работы, а Тамерлану скорейшего выздоровления. Кристина Колеева, Ибрагим Чочиев, Сослан Кумаев, «Спортивный интерес». Мы снова с вами, и у нас в студии действительно легендарная личность. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Анатолий Хазбиевич Маргиев. Здравствуйте. Мы очень рады, что такая личность, выдающаяся, как вы, сегодня с нами. И спасибо большое, что пришли. Спасибо. Здесь много знаменитых личностей, в том числе и тренеров, и спортсменов. Ну, вам и особенно рады. Другие виды деятельности, поэтому это капля в море. Вы тренер сборной России младше 23 лет и приехали сюда, насколько я знаю, еще и отсмотреть турнир памяти Юрия Гусева. Расскажите, пожалуйста, как прошел турнир, довольны ли вы выступлениями спортсменов? Турнир прошел на очень высоком уровне, но я бы хотел сказать, хотели мы, конечно, провести здесь чемпионат России по этому возрасту, потому что уже 3-й год проводится, и мы никак чемпионат не можем провести. В прошлом году Красноярск нас обманули, потому что у них те, которые были ребята, попали уже призеры чемпионата страны, и они думали, что все, их вопросы решены, поэтому... в этом году немножко зевнули, не вовремя все это начали. Но турнир, несмотря на это, прошел очень на большом
и интересном уровне. И вот только что вернулись с чемпионата мира с Казахстана. Я вам скажу, что здесь схватки были более жаркие, более интересные. В любом случае, я не помню, чтобы там пятибалльный бросок был на чемпионате мира в Нур-Султане, а здесь очень много таких бросков было. Поэтому очень хорошие, напряженные схватки были. Доволен, конечно, качеством борьбы. И видно, что есть у нас хороший запас молодежи, резерв, можно так сказать. Вот я хочу сказать, что уже 6 человек вот с этого возраста, который третий год мы проводим, они выступали уже за основную сборную команду страны в Нур-Султане. Будем надеяться, что в Олимпиаде тоже не меньше будет людей. А скажите, пожалуйста, вот из борцов на турнире памяти Юрия Гусова вас кто-нибудь удивил? Ну, прежде всего, 74 был хороший состав. И очень напряженные схватки были. Очень давно я за ним наблюдаю. Жамалов, чеченец, но с Дагестана. Очень талантливый парень. Я думаю, что с большим будущим. Вот. Также 97 килограмм приятно удивил Козырев, который стал... В финале он уступил, но он еще молодой парень. Я думаю, что у него тоже очень большое будущее. Сейчас у нас в тяжелом весе, что в Осетии, что в России, не очень хорошее состояние. Единственная весовая категория, где мы не взяли лицензию на Олимпийские игры. Вот поэтому думаю, что через год-два он должен заявить о себе. Полутяжи в тяжелом весе роли не играет. Вы говорили, что определились с составом сборной процентов на 60-70 до чемпионата вот этого турнира. Скажите, пожалуйста, вот как-нибудь повлиял турнир на ваше видение сборной команды? Ну, определился не 60-70, а наоборот, 30%. Три человека, которые определились на чемпионате России. Это 57 чемпион России, 61 Тахтаров, который выиграл тоже таких ребят, как Богомоев с 10-0 и стал третьим. Чермен Валиев, естественно, заслужил поехать на это первенство или чемпионат мира. Так называют его за рубежом чемпионат мира 23. А остальные, соответственно, это победители турнира памяти Юрия Гусова. Остальные все, кроме 97 не выступал Мусаев, который выиграл Ярыгинский турнир, был призером на чемпионате России. У него будет прикидка с победителем этого турнира. А в составе сборной России у нас сегодня 4 представителя Северной Осетии. Это Батрас Цакулов, Радик и Чермен Валиевы и Голуев. Вот конкретно из них вас кто-нибудь порадовал, удивил чем-то на этом турнире? Ну, на этом турнире Цакулов показал достаточно уверенную борьбу. Ну, скажу, что Радик Валиев и Цакулов чемпионы Европы этого года в этом возрасте. Голуев третий призер чемпионата этого возраста и в прошлом году тоже был третьим. Будем надеяться, что сейчас не подведет и выступит еще лучше. А у нас есть какой-нибудь медальный план, или вы не сторонник такого рода Никакого плана? медального плана нету. Ну, очень часто меня спрашивают и ваши коллеги из Дагестана, с других регионов. Но я им говорю, я даже детские соревнования в жизни никогда не проиграл. Поэтому плана нету, но надеюсь, что главная задача тренеров, чтобы все ребята приехали с медалями. Сегодня такая ситуация, я хочу сказать, что инициатором вот этих проведений чемпионатов мира и Европы я был еще лет 11-12 назад. И ничего не получалось, пока не поменяли президента Международной Федерации Мартинетти. Вот после этого поддержали президент Федерации Михаил Мамешвили и его помощники. И мы пробили эти соревнования. Поэтому сегодня, еще раз говорю, ситуация такая, что даже вот, олимпийский чемпион, нет результата, травмировался, его снимают отовсюду с зарплаты. В селе он получает, в районе, в городе, в сборной команде. Но
Естественно, многие из них уже взрослые ребята, и без зарплаты, без денег тренироваться, да и жить как могут. Вот 23 года, 22 года человеку, он будет просить, дай мне, мама, деньги на маршрутное такси или папа. Вот поэтому смысл этих соревнований, чтобы были результаты у тех ребят, которые теряются между юниорами и взрослыми, чтобы они пока с юниоров выходят, а во взрослые еще не попали. Чтобы вот этот промежуток задействовать правильно, для этого проводим эти соревнования. И хочу сказать, что очень многие виды спорта, даже футбол проводит эти чемпионаты. Чтобы не выпадали из обоймы, Да, да? чтобы из обоим не попадали. Мы не теряли очень многих талантливых ребят, потому что они, у кого денег нету, нет возможности там поддерживать его, или спонсор, или там дядя, или они уходят вообще из спорта. Вы, можно сказать, основатель борьбы в спортивной школе ЦСКА. Один из первых, кто начал развивать это дело. С какими трудностями вы там столкнулись и, возможно, сейчас сталкиваетесь? Ну, я хочу сказать, что то же самое было, как вот сейчас в ЦСКА не было. Вот дворец у нас спортивных единоборств, где больше всех чемпионов, олимпийских чемпионов. Там все виды единоборства, фехтования, виды борьбы, бокса и прочее. Только была одна школа детская, это фехтование. По другим видам спорта не было. На это тоже потратил тогдашний замначальника по спорту, был чемпион мира по греко-римской борьбе, очень творческий человек. И он сильно меня поддерживал. Мы сделали спустя через 5 лет школу единоборств. Впоследствии эта школа стала одним из лучших и стала школой Олимпийского резерва. Вот также спортивные классы создал там, интернат, центр олимпийской подготовки, ну и лучший клуб в мире, который все возможные соревнования выиграл. И кубки УЕФА, и сборную команду, и этот мира. И все, то, что можно было. Но ведь это было, наверное, не просто начинать все с нуля. Как удалось справиться с трудностями? Ну, конечно, если сидеть на месте, ничего не получится, но когда есть идея, есть люди, которые эту идею поддерживают, тогда уже легче это делать. И идея эта благородная. Ну, хочу сказать, что очень многие люди помогали, и когда это клуб создавал, и многие наши земляки, те бывшие борцы, которые были, большую помощь оказал Селецкий, тоже бывший мастер спорта СССР, Андрей Селецкий, который был президентом клуба, и по сей день он есть. Вот поэтому, когда есть такие люди, которые интересны все это, то легче делать любые сложные дела. Ну, все не зря, учитывая, сколько чемпионов вы воспитали. Глаза идут кругом, на самом деле, когда читаешь эти все фамилии. Скажите, пожалуйста, была ли какая-нибудь победа вашего ученика, которая наиболее запомнилась вам? Я думаю, что самая запоминающая победа была, когда первый из учеников, это еще в 45 килограмм, Вадим Бугиев стал 3-м призером первенства СССР по юношам. Больше, видимо, радости не было, что вот, наконец-то, ну, это была первая ступенька, а потом потихоньку все. Каждая победа, конечно, она особенно интересна, особенно на Олимпийских играх. Бывали так, что не просто на Олимпийские игры попасть, и ажиотаж большой бывает. И когда все это заканчивается успешно, вот чувствует человек, вот сидит и наконец-то как будто с плеч упал какой-то большой груз. Что я не подвел страну, не подвел родину, клуб, город, откуда эти ребята. А можно ли сказать тогда, что вот этих побед было так много, что сейчас уже эмоций не хватает, чтобы радоваться? Ну, я, собственно говоря, свои эмоции никогда и не показываю. Все говорят, что когда болеют тоже, но знаю, что спортсмена настраиваю. Сегодня очень большое значение имеет тактика в спорте. Когда некоторые
тренера говорят, что, что задание не выполнили, я говорю. Я им привожу пример, а что, за счет чего Рубин выиграл Барселону 2 раза. За счет один игрок больше стоит, чем вся команда, 2 раза больше, чем вся команда Рубин. В спорте сегодня большую роль играет тактика. Также вот сейчас Сидаков тактически отработал все схватки на 5 с плюсом, можно так сказать, и в прошлом году, и в этом году. Суслан Рамонов. Ну, у человека есть преимущество в скорости, вот у Рамонова. И этим преимуществом надо пользоваться. Вот есть ребята, которые в захватах, они вязкие, тягучие, а он, наоборот, вот как боксер ударил, и все. Поэтому все надо навязывать те сильные стороны, которые есть у спортсмена. И хочу от болельщикам сказать, очень часто меня и на улице спрашивают, когда Суслан Рамонов выйдет на старт, я хочу сказать, что уже в этом месяце 2 старта планируются. Вот, ну, один турнир будет, это Кадировский турнир, там, наверное, полностью он до конца не выступит. А следующий Нефтеюганский, там уже будет до конца бороться. Ну, а потом здесь, скорее всего, даже Суслан Андеева турнир выступит, ну и Аланы, естественно. То есть мы можем надеяться, что вот-вот он уже порадует нас, что он полностью оправился от травмы. После тяжелейшей операции, операция была на самом деле, это связано со спинным мозгом, в шейной этой грыжи, где уже грыжа сдвигала мозг. Поэтому там и скорость терялась, и все. А Суслан Рамонов, это не Суслан Рамонов, если скорости у него нет. И после операции он контрольные схватки проводит, и все как реактивнее опять. Так что дай бог, чтобы все было. Дай бог, чтобы он полностью оправился от травмы и снова радовал нас своими победами. Так. Вот вы говорили про тактику. Вы сторонник того, чтобы под каждого соперника подстраиваться или гнуть свою линию, независимо от того, кто против тебя? Ну, я еще раз говорю, тактика, это, во-первых, изучить надо. Это раньше изучали. В советское время, когда было, были операторы, которые записывали соперников, потом под каждого спортсмена тренировали, потому что у многих есть сильные стороны. Если туда попадешь, ты проиграешь. Вы сказали про Суслана Рамонова, но также говорят, что может вернуться Хаджимурат Гацалов в спорт. Как вы относитесь к этой новости? Хаджимурат Гацалов – это один из выдающихся спортсменов, которых я знаю. Что я могу про Хаджимурата сказать? Очень тесно мы вместе работали, он ЦСКА был все время вместе. Очень, во-первых, высокого класса спортсмен. Во-вторых, очень характерный парень. То есть, несмотря на то, что он в возрасте, он может характер проявить. Я ему пожелаю, чтобы все было у него успешно. Мы говорим о том, что у вас очень много выдающихся учеников. И у меня бывает такой мой любимый вопрос. Как воспитать чемпиона? Раскройте секреты. Ну, во-первых, надо любить тем, чем ты занимаешься. Во-вторых, уметь как-то находить ребят, я же говорю, определять их несильные стороны. Вот мастерство тренера в этом и заключается. Увидеть в ребенке сильную сторону. И вот это развивать. И все. И результат придет, и верить в это. И очень большое значение имеет, конечно, когда есть взаимное доверие между спортсменом и тренером. Если я домой отпускаю спортсмена, даю задание, я должен полностью быть уверен, что он это задание выполнит. А если это задание не выполнит, а потом какая-то осечка, я не знаю причину, почему он не выполнил. Я думал, все это сделал, оказывается, он это не сделал. Ну, практически всех своих спортсменов я знаю, кто может не полностью, не все выполнить, а кто выполнит все. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Мы, конечно, желаем вам медалей во всех весовых категориях и желательно высшей пробы. Спасибо вам и желаем удачи. Спасибо вам. Всех благ, удачи.
Ну что ж, друзья, пришло время прощаться. Берегите себя и до встречи в эфире.